Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 23 по 29 марта 2020 года для рыб. Будем смотреть прогноз на колоде метафорической, цыганской и на таро. Посмотрим, что ждет рыб на этой неделе. Карта недели у нас двойка чаш. Отношения, опять же, двойка. Работа, финансы. Посмотрим дополнение из цыганской колоды. 3 карты на отношения. Три карты на работу. И 2 карты на финансы. Итак, дорогие рыбы, у вас двойка чаш. Замечательная карта для того, чтобы что-то делать вместе с кем-то. То есть удача у вас именно в партнерстве на этой неделе. Карта говорит о том, что могут быть и предложения, связанные с отношениями, да, то есть предложение руки и сердца. Может быть какое-то подписание какого-то договора, связанного с деятельностью партнерского, либо договора о получении какой-то прибыли, или, может быть, договор об устройстве на работу. В общем, здесь действительно может быть очень хорошие события, которые вас радуют. Двойки – это всегда у нас карта, которая 2 стороны показывает. Двойка чаш астрологически у нас связана с Венерой в раке. Рак – это у нас дом, это все, что связано с нашими близкими, с недвижимостью. И Венера – это удобство, это комфорт, это деньги, это подарки. То есть в основном у нас события как раз связаны тут с домом. Либо если мы работаем, то работаем на дому. Если мы заключаем какие-то договоры, они тоже очень комфортны для нас и благотворно скажутся на нашей семье. Да? То есть карта такая очень располагающая к отдыху, к тому, чтобы если и работать, то очень в комфортной обстановке. Если общаться, даже если по делам, по финансам, все равно очень комфортно. Замечательная карта. Кроме того, у нас Венера, она также отвечает и за партнерство, да, то есть здесь у нас еще тема 7-го дома прослеживается. То есть, скорее всего, здесь очень удачные будут для рыб консультации, если кто-то занимается консультированием, либо кто-то собирается к специалисту тоже проконсультироваться, тоже будет очень удачное время. Решите все свои вопросы. Кроме того, здесь могут партнерские какие-то вопросы вставать, темы, да, там ответственности какой-то между партнерами. Это может быть и в работе, это может быть и в отношениях в личных. Это может быть заключение брака, это может быть предложение просто о браке. В общем, здесь действительно очень много ситуаций, которые связаны с партнерством, когда мы с людьми общаемся один на один. Вот это будет важно для рыб, на этой неделе выходит на первый план. Для отношений выпадает двойка пентаклей. Карта говорит о том, что в отношениях мы будем как-то приспосабливаться, мы будем стараться заботиться, быть полезными и улаживать любые ситуации. Кроме того, здесь могут быть и вопросы, конечно, финансов, потому что карта все-таки денежная, да, когда мы сводим концы с концами, когда нам вроде бы хватает денег, но вот впритык. Поэтому здесь вот все-таки денежные вопросы могут стоять. Может быть, там за квартиру платить, или, может быть, какие-то взносы в ипотеку, да, и так далее. То есть вот может быть что-то такое связанное с домом. Все-таки у нас здесь рак, да, в карте основной, поэтому вполне возможно. Для тех, кто в поиске партнера, выпадает дама пиковая в дополнение. И эта карта говорит о том, что, скорее всего, может быть знакомство, может быть встреча, и причем человек может быть довольно-таки щедрый, с ним комфортно общаться, с ним приятно рядом находиться, да, это как раз вот с главной картой у нас тут сочетание, но, скорее всего, это будет человек, к которому все-таки нам придется приспосабливаться, он, конечно, будет, скорее всего, не похож на нас. Но это вот то, что вам нужно. То есть это человек, с которым можно построить отношения. Для тех, кто в паре, пятерка пиковая выпадает. Скорее всего, здесь будут
какие-то расхождения во взглядах, может быть, никак не можете договориться о правилах совместного проживания, да, либо никак не можете договориться о том, какой вклад каждый из партнеров вносит в финансы. Кроме того, вот по пятерке пиковой очень часто проходят вопросы обучения, да, может быть, там, допустим, одному партнеру нужно учиться, да, нужны деньги из семейного бюджета, и другой партнер, другой партнер говорит о том, что, ну, допустим, там, нет, мы сейчас не можем себе позволить, и вот может быть конфликт на этой почве. Ну и вообще, конечно же, вот эта карта, она относится к личностному росту. Возможно, будут такие вопросы, когда вам нужно будет либо за себя постоять, либо будет необходимость как-то вот развиваться именно в плане личностном, чтобы в ваших отношениях все было в порядке. Простите. Для тех, кто в ссоре, десятка пиковая выпадает, карта говорит о том, что, скорее всего, либо ваш партнер уедет, и пока что не будет возможности помириться вот именно при встрече, да, либо здесь просто меняется ситуация ваша общая, да, и вы уже можете договориться. То есть вот здесь может быть как возможность примирения, только тогда вы как бы на одной волне, да, вы договариваетесь и меняетесь оба. Либо если один не хочет меняться, а второй меняется, то тогда вот, ну, как бы с одной стороны не получается построить отношения, правильно? Нужно, чтобы обе стороны участвовали. То есть здесь вот как бы может быть два варианта развития событий. Для работы десятка выпадает мечей. Карта говорит о том, что у вас какой-то период заканчивается в деятельности, когда вы просто подводите итоги. Может быть, кстати, это и переход на новую работу, может быть, просто желание закончить как бы с одной работы и начать другую. Это могут быть проекты, это может быть какая-то ситуация, которая не позволяет вам оставаться больше, вот, допустим, на этой работе, да, может быть, какие-то, либо срок закончился, допустим, да, когда вы подписывали договор, либо еще какая-то ситуация, но в любом случае, смотрите, здесь вот человек, он как бы двигаться не хочет, да, меняться не хочет, а ситуация требует. И вот этот внутренний конфликт отображен, когда мы должны двигаться, но нам очень трудно. Когда мы должны расти, развиваться, что-то менять, а нам очень трудно. И вот такая ситуация может быть. И это, кстати, касается и тех, кто ищет работу. Семерка червовая говорит о том, что вам надо расти, вам нужна новая работа, новая должность, более высокая, может быть, руководящая, или, может быть, вам надо подучиться. А вы, может быть, хотите только то, что было уже раньше. Оно вам не дается, оно вам не подходит. То есть нужно обязательно что-то менять в ваших планах. Для тех, кто работает, восьмерка червовая говорит о том, что могут быть какие-то обманы. Допустим, вам обещали по окончании деятельности заплатить одну сумму, вы получаете другую. Или, может быть, вы на эмоциях там что-то высказали начальнику, и может быть увольнение, да? Или оно вам просто грозит, может быть, вы рисуете себе картины такие, да? Кроме того, вы можете беспокоиться, что просто ситуация такая, что ваша работа там, по независящим от вас причинам может вдруг прекратить, перестать для вас быть нужной, да, или, может быть, вы вдруг станете не нужны, какие-то у вас тут переживания есть. Но карта говорит о том, что вот дополнительное, что у вас все есть возможности, резервы для того, чтобы эту ситуацию решить. Так что не стоит здесь паниковать, переживать. Нужно включать именно интуицию, нужно включать творческие свои возможности, индивидуальные возможности и просто переходить на новый уровень. То есть для вас тут, наоборот, открываются какие-то новые перспективы, но вам страшно. Страшно что-то менять. Для тех, у кого свое дело, девятка трефовая говорит о том, что, скорее всего, вам действительно нужно будет что-то начинать делать по-другому. Либо ситуация требует, либо время вышло. Вам нужно как-то более индивидуально себя проявлять в вашей деятельности. Может быть, это будет
тем же самым делом, да, но как-то вы его должны по-своему организовать, так как никто не делает. Для вас это выход на новый уровень, это новое начало. Если, допустим, вы будете продолжать так же, как раньше, то есть вот в новых условиях продолжать все делать по-старому, у вас здесь либо конкуренты вас съедят, да, либо вы сами себя обманываете, что у вас это может получиться, но в любом случае здесь проблема. То есть нужно именно индивидуальность выражать больше в своей деятельности. Что-то, какую-то изюминку какую-то находить. Кстати, вот эта карта еще и коллективной работы, когда очень много дел, когда мы все вот в делах до такой степени, что у нас такое ощущение, что в нас жизни не остается, в нас энергии не остается. Но эта карта десятка, это окончание периода, то есть дальше будет легче все равно. Когда вы это закончите, будет проще. Может быть, вы слишком малые суммы денег берете за ваши услуги, и у вас получается работы много, денег недостаточно, и вы выматываетесь. Может быть, вам нужно поднимать цены здесь на услуги, если вот вы чувствуете, что это правильно, да. Для финансов, для тех, кто работает, выпадает у нас десятка червовая в дополнение к шестерке мечей. То есть мечей у нас тут достаточно в деятельности и финансах, да, перемены в деятельности точно у рыб происходят. Вот, скорее всего, вы будете зарабатывать сразу по нескольким направлениям, либо ваша зарплата пополнится какими-то выплатами, как поощрениями какими-то, да, либо вы будете менять работу там, где вот вам кажется, что больше возможностей зарабатывать. И, скорее всего, воспользуйтесь для этого помощью близких друзей. Либо с кем-то вместе вы можете перейти на эту новую работу для того, чтобы больше зарабатывать. Либо должность может быть новая какая-то. Ну, все время при содействии каких-то людей, которые к вам хорошо относятся. Для тех, у кого свое дело. Карта говорит о том, что нужно срочно, очень быстро менять что-то в вашей деятельности, чтобы у вас в финансах все было в порядке. Либо нужно добавлять новые источники дохода, сразу в параллельных направлениях действовать. Либо нужно действительно менять что-то территориально, да, может быть, расширять территориально клиентскую базу. Карта говорит о том, что вы уже готовы, у вас есть возможность и нужны только ваши решительные действия для этого. Вот не нужно бояться. Так, давайте посмотрим, что советуют рыбам метафорические карты на эту неделю. Карта говорит о том, что вы должны из памяти, из своей, стереть все то, что вас напоминает вам о плохом. Это какие-то страхи, которые вас тянут вниз. Это люди, которые что-то вам плохое сделали, какую-то обиду нанесли. Кроме того, эта карта еще говорит о том, что вы должны простить сами себя. Все свои ошибки, все свои, может быть, не совсем красивые поступки, да, вот то, что вот при воспоминании, из-за чего вам становится как-то неуютно, да, вот это все нужно освободить из памяти, убрать. И карта говорит о том, что хорошо помогут вам психологические техники разные. Есть очень много техник, которыми вы можете воспользоваться самостоятельно, да, просто информацию получив о них, либо вы можете сходить к психологу, потому что, смотрите, у вас очень много страхов, которые мешают вам двигаться. Они вам действительно мешают расти. Они вас сдерживают, не дают получать достойную оплату, не дают возможность проявить себя, вот какие-то заложенные свои таланты и способности. То есть вы действуете как-то привычно, вы действуете так, как все, а вам нужно действовать индивидуально. И вот какие-то страхи, обиды на себя, на жизнь, на других людей, они не дают вам как раз себя раскрыть.
То есть энергетически вот ваше подсознание сдерживает эту информацию. И для того, чтобы она вышла наружу, ее нужно просто освободить. Вот с помощью техник, с помощью специалистов, да, посещения психолога, здесь этот вопрос можно решить. Друзья, желаю вам прекрасной недели. Желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.